Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем о печальном опыте водителя Ниссана Альмера. Резко стартанула, что ли, отсюда, с поворота. Хотела, видимо, быстрее меня проехать. И неприятностях перед продажей Hyundai. Да не дает потом машину продавать как? Противозаконные хитрости покупателя. Как мужчина пытался отовариться совершенно бесплатно. Следователи ищут пострадавших от действий руководства агентства недвижимости «Пассаж». И дело роста направлено в суд. Большая сумма вложенная вами? Ну, вложенный вот с этим, с учетом процентных ставок, 693 тысяч должно быть. Мошенничество в масштабах страны – это и не только прямо сейчас. Первая авария за весь 11-летний водительский стаж. Водитель Ниссана Альмера ничего не смог сделать, чтобы избежать столкновения с БМВ на перекрестке улиц Копылова и Побежимова. По рассказам очевидцев, водитель немецкого автомобиля, пытаясь развернуться, не пропустил встречную иномарку. Как итог, Ниссан едва не отбросил на пешеходный переход, где в этот момент как раз находился человек. Салават Мухаммадуллин продолжит. Колесо влево, и вот результат. За свой 11-летний стаж, рассказывает водитель Ниссана, еще ни разу не попадал в аварию. Но и теперь, после приобретения такого опыта, мужчина не горевал. Он сетовал на удачу и радовался, что в аварии никто не пострадал. Мне повезло, стоял пешеход, он еще мне номер телефона оставил, потому что как он свидетель проходит, что я на него не заехал. По рассказам водителя Ниссана, он двигался по улице Копылова в сторону улицы Ленинградская, но доехал он лишь до пересечения с улицы Побежимова, так как именно здесь, по его версии, автомобиль ударила немецкая иномарка, которая выполняла разворот. Километров 57 была допустимая скорость. У нее, наверное, я не знаю, как она, резко стартанула, что ли, отсюда, с поворота. Хотела, видимо, быстрее меня проехать. Сама же автоледи объяснить свой маневр затруднилась. Но вы признаете, не признаете? По рассказам все того же водителя Ниссана, девушка свою вину признала. Если ее автомобиль по внешнему виду еще и имел возможность передвигаться без посторонней помощи, то вот японская иномарка была уже не на ходу. Ее водителю пришлось дожидаться не только автоинспекторов, но и эвакуатор. Салават Мухаммадуллин, Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112. Пропустил пешехода и получил удар сзади. Сегодня на улице Гладилова столкнулись три автомобиля. «Лада» 14 модели, Hyundai i40 и Volkswagen Golf. Все двигались в одном направлении, друг за другом. «Лада» ехала первой, перед пешеходным переходом остановилась, чтобы пропустить человека. Следующий остановился Hyundai, но ехавший позади водитель Volkswagen не ожидал резкого появления пешехода. Ленар Гинатуллин был на месте происшествия. Да не дает потом машину продавать как? Водитель корейской иномарки расстроился больше всех. Со дня на день мужчина планировал продать автомобиль. Рассказывает, что ехал за «Ладой», а она остановилась, чтобы пропустить переходившего дорогу пешехода. Водитель «Hyundai» также остановился, но ехавший позади водитель «Volkswagen» не ожидал остановки впереди идущих машин. Затормозить времени не хватило, и на полном ходу он въехал в заднюю часть «Hyundai», а тот, в свою очередь, по инерции столкнулся с отечественным автомобилем. После удара из-под капота немецкой иномарки повалил дым, и ее владелец ринулся снимать клеммы с аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания. Как оказалось, это был пар от нагретой охлаждающей жидкости. Столкновение повредило радиатор Volkswagen. Остальные участники аварии в столкновении винят водителя немецкой иномарки, но комментировать произошедшее на камеру молодые люди отказались. Вообще даже разговаривать не будем, не снимать, не разговаривать. Участники происшествия остались на месте ждать сотрудников автоинспекции. Им предстоит разобраться в деталях происшествия и определить виновного. Ленар Гинатуллин, Игорь Романов, Вызов 112. В Кукмарском районе двое мужчин погибли в сорвавшейся в реку Ладе Калина. Они пасли скот неподалеку от деревни Мамашир, а затем поехали сгонять животных. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с обрыва в реку Бурец. Выбраться из машины они не смогли. Пришел в магазин, взял что нужно, но оплатил только часть. В одном из супермаркетов на улице Тунакова задержали подозрительного покупателя. По предварительной версии, мужчину, складывающего продукты в пакет, заприметили кассиры. Предположив, что платить за них он не собирается, работники магазина вызвали сотрудников охранного предприятия. И не прогадали. Как оказалось, подобным занятием задержанный занимается уже не в первый раз. Обо всем по порядку в репортаже Айрата Назипова.
Увидев нашу съемочную группу, задержанный предпочел закрыть лицо и сохранять гробовое молчание. По первоначальным данным, мужчина решил совершить кражу весьма хитрым, как, видимо, ему показалось, способом. Зайдя в магазин, он начал складывать все, что приглянулось, в свой пакет. А чтобы не вызвать подозрений, мужчина положил несколько продуктов в корзину, за которой впоследствии расплатился. Уверен в своих действиях, покинул его при выходе из магазина. По предварительной версии, мужчина вышел из магазина, как ни в чем не бывало. Однако на входе его встретили сотрудники охранного предприятия. Позже на место приехали и полицейские. Сопротивляться было уже бессмысленно. Общая стоимость украденных товаров превысила 3000 рублей. Кроме того, сотрудники магазина заподозрили мужчину в еще одной краже, совершенной днем ранее. Для выяснения всех обстоятельств задержанного доставили в отдел полиции. Не исключено, что в отношении мужчины могут возбудить уголовное дело по статье «Кража». Айрат Надип, Константин Бушуев, вызов 112. Следственный комитет ищет пострадавших от действий руководства агентства недвижимости «Пассаж». 5 сентября в отношении руководителя организации 52-летней Рушании Бильгильдеевой было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Сейчас в качестве потерпевших по нему проходят 24 человека, но следователи не исключают, что пострадавших может быть куда больше. Напомним, по версии следователей, подозреваемая обещала своим клиентам помочь приобрести в собственность земельные участки в ряде поселков вблизи Казани, а также подвести к ним коммуникации, электричество, воду и газ. Деньги взяла, обещаний своих не исполнила. На данный момент сумма ущерба оценивается в 7 миллионов рублей. Следователи просят всех, кто пострадал от ее действий, обратиться в 4-й отдел по расследованию особо важных дел по адресу улица Наки Исанбета, дом 57, или в управление Следственного комитета на Большой Красной, 39. Вкладчики кредитно-производственной компании «Рос» чуть приблизились к возможности получить хоть часть вложенных ими сумм. Расследование уголовного дела в отношении 7 организаторов фирмы завершено, обвинительное заключение подписано прокуратурой. Напомним, дело было возбуждено в феврале 2015 года после многочисленных заявлений обманутых вкладчиков по всей стране. Следователи установили, что эта компания не что иное, как одна из крупнейших в стране финансовых пирамид, выплачивающая проценты вкладчикам из средств, которые приносили новые клиенты. Рамиль Шайдуллин о мошенничестве в масштабах страны. Больше 3500 обманутых вкладчиков, около 1,5 миллиарда рублей ущерба. Свою деятельность «Рост» развернул в 23 регионах страны. Люди вкладывали сотни тысяч рублей, иногда отдавая все, что было, завлеченные обещаниями высоких процентных ставок. И сначала действительно получали выплаты. По предварительным данным, руководители общества в период с декабря 2013 года до момента задержания привлекали денежные средства граждан под предлогом выплат высоких дивидендов. Вкладчикам сообщали, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные финансовые проекты, в то время как выплаты осуществлялись за счет денежных поступлений от новых вкладчиков. Через год после начала деятельности, с конца 2014-го, вместо денег потерпевшим выдавались сертификаты на право получения акций иностранной компании, фактически не имеющие соответствующих активов. Затем выплаты в регионах страны прекратились. В Казани, где был главный офис, деньги еще выдавали. Потом прекратили и здесь. Ежемесячно, 12 месяцев ежемесячно. Должны быть выплаты процентов. Сколько процентов? Выплаты процентов. У меня 18% ежемесячно. Но проблем не было. Большая сумма вложенная вами? Ну, вложенные вот с учетом процентных ставок 693 тысячи. Должно быть. Следователи также установили, что организаторы от имени другой фирмы похитили больше 60 миллионов рублей у клиентов, желающих перевести землю в категорию для строительства частных домов. На эти деньги, уверены следователи, покупали недвижимость и автомобили премиум-класса. И помимо уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении подозреваемых было возбуждено еще 2 за организацию преступного сообщества и легализацию доходов, полученных преступным путем. Для обеспечения возмещения ущерба наложен арест на 15 земельных участков, 4 нежилые помещения, 3 квартиры, садовый дом, жилое строение и 7 автомобилей премиум-класса. Что делать с изъятыми ценностями, будет решать уже суд после вынесения вердикта. Уголовное дело вместе с обвинительным заключением передано в суд. Рамиль Шайдуллин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.